Без выхода. Нет, ну тут уже шмат годов стою шмат годов. Я уже стало уже серьезно, стою с 97-го года. Амаль кожный день. Распаўсюджваю тут прессу. А до 97-го года так само мы стояли. Тут Володя Плещенко, коли живый был, у двух стояли. В 92-м году збирали подписи за распуск Верховного Совета 12-го скликания. Но с 97-го года распаўсюджваю тут беларускамоўную прессу, газеты, часописы, СРК, тут Наша Нива. Раней была Народная воля, Белорусский час. Ну, зараз Народная воля у Шапіхах распаўсюджваецца. Ну, забирали шмат разов, я уже не памятаю колькі. Я уже збіўся с уліку. Я калісьці на пачатку, калі это все пачыналася, нешта мне казали подлічивай, потом махнул рукой, я не ведаю, 200, 300, не ведаю колькі. Потому что были часы, калі забирали амаль кожны день. Праз день забирали. Штрафов так само не могу, не ведаю. Потому что яны зараз даже судовые выканаўцы приходят кожный квартал до мяне, додому и пытаются, ну что ты, может у вас нечто есть тут описать? Я кажу, я что, подобный на вар'ята? Ну, яны складаюць акт о подсудности маёмасці и сыходят. Кожные 3 месяца яны меня турбуют. Ну, сутки сидел, шмат чего тут было, господи. Ну, сижу. Тут уже город ведает, что тут осяродок беларушчыны. И тыя, кто цікавится и белорусской мовой, и белорусской историей, приходят сюда и набывают, значит, часописы и газеты. Ну, я лечу, что все больше и больше цікавится, значит, нашей белорусской историей. Мне подаецца, все будет добро. Ведаете, что? Справа у тым, что калі не уздымаешь руки угору, а упарта ідзеш до своей мэты, все повинно атрымацца. Вось мяне тут затрымлівалі за вось гэтую, значит, расцяжку «Жыве Беларусь». Казали, здымі яе, уже стой без гэтай расцяжкі, ну здымі, я адмовіўся. Ну вось зараз яны не лезут до мяне. Я так мяркую, что загаду няма. Тут славянскі базар падыходзіць, можа, у тым годзе яны меня на 3 суток изолировали, калі Лукашенко повинен был приехать. Ну вот, не ведаю, что в этом году.